Бюджет пенсионного фонда выполнен на 96,6%. По оценке руководителя фонда Дениса Гулария, динамика поступлений страховых взносов в прошедшем году была неплохой. Однако с учетом возросших государственных расходов на социальное обеспечение населения, бюджет фонда не сумел выполнить обязательства в полном объеме. Так, при запланированном на 2021 год 1 миллиард 253 миллиона рублей общая сумма поступлений в пенсионный фонд составила 1 миллиард 200 миллионов. В общем, бюджет пенсионного фонда в 2021 году, я считаю, что по поступлениям только собственные средства достигли миллиарда 40 миллионов рублей. И в принципе пенсионный фонд сумел наверстать за счет, естественно, поступлений наших граждан, отчислений работающих наших граждан. И отставание, в принципе, было значительно сокращено. И если сравнивать по выплатам, то в 2020 году было на социальную политику, на выплату всех видов пенсий было профинансировано миллиард 8 миллионов. В прошлом году уже было профинансировано 1 миллиард 200 миллионов рублей. И отставание, которое переходящая задолженность на 2022 год, составила 47 миллионов рублей. В прошлом году ежемесячные потребности по выплатам существенно возросли. На 31 декабря 2021 года всего зарегистрировано 48 517 получателей национальной пенсии и пособий. В их числе получатели доплат. Пенсионеров, получающих ежемесячную доплату, зарегистрировано 10 228 человек. Доплаты у нас в категории, там были увеличены доплаты с октября месяца, туда не входят военные категории, там по возрасту, это которые получают у нас 3000 рублей и некоторые другие виды социальных пенсий. Вот. И до этого, в принципе, в 2020 году по мере возможности фонда, в 2020 году с начала года было увеличение доплат на 100%. И последнее увеличение было в октябре 2021 года. В том году нам удалось профинансировать все категории, связанные с Отечественной войной народа Абхазии. И еще мы сумели профинансировать Кварчельский район. Та задолженность, которая перешла на 2022 год, до конца этой недели мы уже профинансируем, и наши граждане до конца этой недели получат все эти деньги, и уже со следующей недели мы начнем финансирование за январь месяц военные категории наших получателей. Граждане, являющиеся получателями российской пенсии, получают 500 рублей абхазской. Все остальные получают доплаты в размере 3000 рублей. Средства, которые поступают в пенсионный фонд сегодня, грубо говоря, завтра уже распределяются по всем нашим получателям. Учитывая, возмущаться-то можно, но, вы знаете, у нас 48 тысяч человек получателей, а официально работающего населения, которые делают отчисления страховых взносов, около 41 тысячи человек. Это говорит о том, что тут дисбаланс, и получать высокие пенсии в тех странах, которые получают высокие пенсии, должно и количество работников соотношение должно быть гораздо больше, и заработные платы, с чего делают отчисления, должны быть гораздо больше. Если мы хотим получать больше пенсий, нам нужны больше рабочих мест, достойные заработные платы. Мы должны рационально использовать те средства, которые поступают в пенсионный фонд. И те, кто не получают последние годы, не назначаются российские пенсии, их людей количество у нас увеличивается с каждым годом. Если на 2016 год около 70-80 миллионов была потребность по доплате к пенсиям, на сегодняшний день за прошлый год было выплачено 200 миллионов рублей только на одну доплату. Это говорит о том, что количество получателей доплат у нас увеличивается. В эти дни ведется усиленная работа по погашению задолженности декабря 2021 года и сведению до минимума задержки по выплатам пенсий и пособий до конца января. Сария Кварцхеля, Константин Парулова, Абхазское телевидение.